середины XIX века до 1950 года Россия, захватив Среднюю Азию, уничтожила такие ханства, как Коканское, Бухарское, Хорезмское, Казахское ханство Алаш и переименовали их в Узбекистан, Таджикистан, Туркмению, Киргизстан, Казахстан с центром городом Ташкент. В 1867 году Россия здесь создает Туркестанскую губернию, так как здесь в основном проживали туркоязычные народы. С 1867 по 1917 годы до Октябрьской революции за 50 лет правления Туркестанской губернии поменялось 13 губернаторов. Все губернаторы были военными и удерживали власть военной силой. Первым был губернатор Кофман, второй – Черняев, последний, 13-й губернатор Куропатин. Он правил в 1880 году. Тогда он был полковником, и он вошел в состав комиссии и был его председателем, которая поехала в Кашгар, уйгурское государство, по решению границы между Россией и уйгурским государством. В то время государство называлось именем столицы. Столица Коканское ханство, Хорезм Хорезмское ханство, Бухара Бухарское ханство. Якуб Бек создал уйгурское ханство, государство Ятьшер, 7 городов. Второе название этого государства Кашгарское, по имени столицы города Кашгар. Послы Ятьшера ездили на прием в Россию к Александру II царю. Есть архивные данные о том, как царь тепло встретил послов и передал Якуббеку множество подарков. С 1867 по 1872 годы создается еще одно уйгурское государство – Илийский султанат. Генерал Колпаковский в 1871 году отправляет послов в Илийский султанат к Алихану Султану выдать преступника казаха Тазабека Басурманова, который укрылся и с собой перевез 500 казахских семей. Это было первое переселение казахов. Второе переселение было в 1918 году. Казахи бежали от советской власти и раскулачивания. В 1030 году был падеж скота, и у казахов начался голодомор. Тогда казахи, спасаясь от голода, бежали в уйгурское государство, где их тепло приняли как родных и спасли от голода. Альхан Султан российским послам выдать Тазабека ответил: «Мы не выдаем единокровцев и единоверцев». Тогда границы Илийского султаната Россия стянула свои войска и выставила оружие. Уйгурская разведка доложила султану, что российские войска несколько раз больше и орудием оснащены намного лучше. Мы проиграем битву. Может быть, мы отдадим Тазабека Басурманова? На что Алихан Султан ответил: если мы сейчас предадим единоверца, то как мы будем отвечать перед Аллахом? Мы лучше погибнем сейчас, но не выдадим. И уйгуры приняли неравный бой. Илийский султанат был уничтожен. И Россия 10 лет удерживает уйгурское государство под своей властью. В 1881 году китайское правительство просит за вознаграждение вернуть уйгурские земли Китаю. Россия возвращает 80% Илийского султаната, 20% Илийского султаната остается у России. С 1918 по 1924 годы с установлением советской власти на этой территории создается Туркестанская автономная область, и 14 русских коммунистов возглавляют ее. В 1922 году создается СССР, Союз Советских Социалистических Республик, Россия, Украина, Кавказ. В 1924 году Туркестанская область распадается, и создаются такие республики, как Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Туркмения, Казахстан.
Каждая республика называется именем народа, которые там проживают. Только мы, уйгуры, держимся за устаревшее название, которое придумали российские коммунисты всего 100 лет назад. Путаем себя и других. Восточный Туркестан – это географическое название края. Уйгуры – древний народ, и на протяжении всей своей истории создавали 22 государства. Если мы сейчас не исправим ошибку наших отцов и не будем называть свое государство именем своего народа, Уйгурстан, то наши потомки нам этого не простят.